Реконструкцию моста на улице Мостовая в Троицком начали 2 недели назад. Работы ведутся по всему периметру объекта. Пока одни занимаются его укреплением, другие приступили к эстетическому преображению сооружения. Средства на ремонт выделила администрация Сунжинского района. Без моста местным жителям в этой части поселения приходится тяжко. Это более 5000 человек. Скорой помощи и общественному транспорту приходится проделывать дополнительные несколько километров пути, чтобы доехать до места назначения. Если этот вот закроет, чтобы грузовой машины не наехал, это благодать будет. Рабочие очень красиво, очень хорошо работают. Я смотрел. Я в Сибири работал, в стройках. «Газпроме», видел, когда мосты строят. Вот они как точно, как они строят сейчас. Перекрыли мост еще 4 месяца назад, после стихии. Тогда обильные осадки вызвали подъем уровня реки Сунжа. Настолько, что смыло опоры моста. Передвигаться на нем было рискованно. Сооружение и до того находилось в плачевном состоянии. Ему более 50 лет. Движение одностороннее. Переезжать тяжелой технике на нем запрещено. Он рассчитан только на легковушки. Сейчас рабочие завершают демонтаж опоры моста. Мост играет дальше. Выдержит дольше. Легкая машина, скорая помощь, до 10 тонн машин, любой выдержит. Мелкий ремонт, По словам подрядчика, после реконструкции мост выдержит тяжесть до 10 тонн. Жители проезжали по нему на тяжелой технике с грузом, что в свою очередь тоже стало причиной аварийного моста. Здесь даже устанавливали железную арку, но и это не остановило. Самые инициативные сами же демонтировали ее. Вот здесь был турникет, вот специально, чтобы тяжелые машины не переезжали. А где он сейчас? Ну, кто-то снял их. Это давно уже, годиков 4-5 уже вяз. А все эти 4-5 лет проезжала тяжелая техника? Вот они бесконтрольно не стоят. Но когда мы видели, мы запрещали сюда выезжать на этот мост. Проехать и сейчас можно, но рисковать-то нельзя жизнью. Фуры, ержи, КамАЗ, груженные. Бетономешалка, озвали. Сейчас у нас есть мост, вот оттуда, хороший мост. Оттуда могут они заезжать и выезжать. Сейчас подрядчики планируют установить новую арку, рассчитав высоту машины скорой помощи и пассажирского автобуса. Здесь также предусмотрели 2 тротуара для пешеходов, проложат асфальт, установят знаки и освещение. Работы планируют завершить в течение недели, чтобы уже в сентябре жители смогли спокойно ездить на работу, отвозить детей в школу и детские сады. Ну а тяжелой технике придется объезжать эту часть поселения по улице Чекалова ради собственной и чужой безопасности, и чтобы мост снова не стал аварийным. Хава Газикова, Диана Дударова, Асхаб Белакиев. Новости 24.